Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу передач по заявкам телезрителей. Для тех, кто не спит. Радиослушатели по заявкам телезрителей. Да. Для тех, кто не спит. Для тех, кто не спит в эту позднюю пору. Для тех, кто слушает глаза. Тетя Маша, расскажите нам сказку. Тетя Маша из Краснодара просит нам рассказать сказку. Но мы не будем сегодня заниматься сказками, хотя почему бы и нет. Сегодня мы займемся прессой. Да, у нас сегодня последнее занятие, и по просьбам трудящихся, то есть учащихся, я решил устроить паноптикум, то есть практику. Вот. Ну, то есть были вопросы, как пользоваться там какими-то схемами, какие методы применять, на каком материале использовать. И я решил, попрактикуемся сегодня совместно. Вот попотрошим, хотели же попотрошить сегодня. Вот можно попотрошить, например, номер Комсомольской правды Белоруссии. Вот. Взят абсолютно условно, то есть то, что у меня там валялось где-то, я даже его не листал толком. Вот, поэтому мы с вами как бы в равных позициях, что ли, да? Вот, я в такой же степени не готов к анализу этих материалов, как и вы, поэтому будем импровизировать по ходу. Единственное, что нам нужно вспомнить об инструментах, которые нам пригодятся в ходе анализа. Ну, опять же, вернусь к теме, у нас сегодня последнее занятие, да, и дальше со следующей недели уже начинает Павел Барковский. Что он вам предложит, я не знаю. Вот, об этом уже с ним договаривайтесь, у него будет свой подход, свое видение дискурса анализа. Вот. А я вот решил сегодня оторваться последний раз на конкретном уже материале. Напомню просто в двух словах, что можно использовать. Конечно, если мы хотим более такой всеобъемлющий, исчерпывающий, глубокий анализ дискурса проводить, то лучше взять там 10 или сколько я там давал пунктов. Вот. Это то, что вам домашнее задание было итоговое, зачетное. Вот. Но для его выполнения все-таки надо как-то не просто там использовать какую-то одну схему, а покопаться в интернете, да, там, провести какие-то реконструкции, материал подыскать, то есть это требует времени хоть какого-то. Чтобы более такой, поверхностный, видимо, да, анализ быстрый такой, да, блицкриг осуществить, вот, нам достаточно схемы, которую я предлагал тоже на первой паре, вам напомню, тем, кто хочет изменить. Переверните просто, Саша. Ага. Ух ты, свозил. А я там вместо завтра считал что-то другое. Ну ладно. Это называется интерпретация символически. Вводный домысел. Есть элементарная схема Нормана Феркло, напомню, в центре дискурса покоится текст, или находится, да, покойся с миром. Итак, он вписан в две более широкие рамки. Это дискурсивные практики, такой контекст первый. А вторым контекстом выступают социальные практики. Эта схема очень простая, меня это не устраивает, поэтому я предлагаю дополнить ее. Да. Не надо дополнять. Сразу, да, возникло какое-то возмущение. Собака злится, ну ладно. Обратите внимание, это посторонние шумы. Да. На тему о шумах мы беседовали с Майнером. Да? Роль шума в процессе коммуникации. Да. Текст 1 взаимодействует с каким-то текстом 2. По Майбороде это мы с тобой для преподавателя шум. Это безусловно. Вы самый большой шум,
Скажите, пожалуйста, ведь человеческая речь воспринимается от 3 до 2000 Гц. Децибел. Я понял, молчи. Каким диапазоном? Мы и так уже в Г. Зачем нас макать глубже? Ну, давай сиди тихо. Так все глубже. Есть текст 1 и текст 2. Они взаимодействуют в каком-то интертекстуальном контексте, интертекстуальном поле. Он вписан в некий контекст. И, возможно, там еще присутствует некий подтекст. То есть автор своим высказыванием подразумевает нечто большее, чем он артикулирует. Вот. Ну, это как бы такой вот дискурс. Но он еще может отсылать там к другому дискурсу. То есть вступать в какие-то интердискурсивные отношения. Ну, что такое? Я похмелялся. Это трясет. Если бы ты понюхал эти фломастеры, А можно передать? то похмелье бы не грозило. Так, тут у нас дискурс 2, дискурс 3, дискурс 4. Вот. Более такое широкое знаковое пространство. Вот. Такая более нагруженная концептуальная схема, которую мы можем использовать для анализа текстов. Ну, таких несложных, как тексты СМИ. Тем более это гибридный дискурс, как я уже говорил. И он подразумевает возможность взаимодействия, комбинирования самых разных дискурсов. Поэтому мы будем просто брать какой-то текст и из него, из этого запутанного клубка будем вытаскивать все по ниточке, так раскручивать, разматывать, смотреть, какие другие дискурсы, другие тексты могут здесь присутствовать. А самым влиятельным дискурсом на сегодняшний день, ну, кроме СМИ, конечно, какой является? Напомните мне. Чего? Влиятельный дискурс. Самый влиятельный тип дискурса. Научный, конечно. Facebook. Ну, Facebook это сплетни, да, это как раз. Просто Facebook это сплетни, да. это не способ общения, это сплетни. Это как геополитик. Просто так. Вообще создавался как способ общения. Ну, самый просто сплетни. Раньше с такой большой линейкой ходили. Вот, да. Но теперь, к сожалению, наши возможности ограничены только вот такими палочками. Этим до него не дотянешься. Когда происходит революция, преподаватели гибнут первыми. Все приходят мстить, да? Шумок. Студент, он, знаешь, как-то более активен и желает крови. Да, поэтому вешает на первом попавшемся столбе. Итак, давайте посмотрим, что нам предлагает такое общественно-политическое издание, как «Комсомольская правда». Ну, правда, политическая, она уже очень условная. Кстати, вот раньше было достаточно интересно взять именно вот комсомолку, там московский комсомолец. Почему-то бывшие вот комсомольцы специализировались на очень интересных заголовках. Можно было только по одним заголовкам сделать такую подборку классную вот на одном номере и смаковать, потому что там языковая игра очень классная была. Сейчас немножко, конечно, уже не так, но иногда проскальзывает креатив, даже на уровне вот названий каких-то материалов тут. Мы будем на это обращать внимание и отталкиваться уже от соотношения там, скажем, заголовка и текста и соответствие материалам на странице, на полосе. Вот, то есть как это укладывается в общую какую-то концепцию номера, если таковая есть. У них есть слоган, внутри редакционный, есть слоган. И этот слоган придумали давно,
западный слоган содрали. Он звучит так. Значит, заголовок должен рассказать вкратце все, что сказано ниже. По большому счету, прочитав заголовок, почему у них длинные заголовки все, они раскрывают абсолютно в сжатой форме суть материала. Да, вот познакомьтесь. Сегодня у нас присутствует медиаэксперт, журналист Эдуард. Он у нас будет сегодня консультантом. Да. Поскольку... У меня супруга работала 20 лет в этой желтой газете. В этой газетенке паршивой, да. Так что да, он будет нас направлять сегодня в нужном направлении. Кстати, «Комсомольскую правду» делает абсолютно женский коллектив. Единственный человек, мужчина, корреспондент, пишет спортивные новости. Вот. Остальное все просто-напросто. Кстати, там один раз пытался работать наш Мова Нанова. Выжили. Нет, он оттуда сбежал, он сказал, я на родниках не работаю. Его водитель убежал в комсомолку мгновенно. Да. Ну, предлагаю начать с маленьких таких заметок, которые вообще, конечно, большие там тексты нам недоступны, у вас же нет в наличии их на руках, да, не только у меня. В этом плане преимущество все-таки я сохранил за собой изначально, но я буду озвучивать. Я буду озвучивать, да, как бы эту заметку, и мы уже совместными усилиями будем ее разбирать на составные части, выискивать там вот всю эту комплектацию. Интердискурс. Да, интертекст, интердискурс, все это вместе. Ну вот, например, классная такая подборочка такая, люди и животные, которые нас удивили. Да? Ну, обычно, насколько я знаю, это люди, которые нас удивили, но иногда сюда попадает все, что угодно. Там, вот, животные, вещи, там, насекомые и так далее. Вот. И предполагаю, что здесь очень такой насыщенный, ироничный текст, поскольку здесь... тут уже Дарья Путейко какая-то автор этих заметок. Ну, тут меняются авторы, но, как правило, это очень кратко, так по делу, иронично, стебно. Вот давайте посмотрим. Так, люди, которые нас удивили. Николай Шерстнев, преподаватель Витебского облсполкома, между прочим, поставил на Всемирной Олимпиаде по киревому триатлону рекорд. Всего за 1 минуту 61 раз толкнул 32-килограммовую гирю. Представляете, в каком страшном месте этот человек работает? 51 раз. Это жесть. За 1 минуту, то есть чаще, чем раз в секунду. Рубрика «Они нас удивили». Нет, это на первой Нет, странице. это еще только середина. Разумеется, это принесло 56-летнему чиновнику и его команде первое место. Это главная новость. Секундочку, я еще не закончил. После выступления он поделился секретом успеха. Фанатично работать и не жалеть себя. Хороший лозунг можно брать на вооружение в любой сфере. Актуально. То есть вот председатель облсполкома провозглашает секрет. Фанатично работать и не жалеть себя. Как вы думаете, что здесь? Имеется ли здесь какая-то отсылка к другим текстам, какие-то скрытые мотивы? Подтекст имеется, да? Какой? Ну, озвучьте. Черным по белому написано, что как мы живем ужасно. Что ж ужасного, когда есть такие замечательные люди, 61 раз толкают. Это ирония. «Комсомольская правда», что называется, полностью работает на эзоповом языке, потому что стебные девочки, которые там сидят, жутко осознают ситуацию, в которой они работают, где они ничего писать не могут, поэтому стеб там есть везде. Это типичный глянец, где мы вообще не должны читать, что они говорят, а читать то, что они хотят нам донести. По большому счету, все, что касается событий, то это всегда подается в ироничной, несколько стебной форме, за которой мы должны прочитать отношение автора. Вот. Поэтому к этой газете нужно относиться специфично. Это единственная на сегодняшний день газета в Беларуси, где написанное не соответствует сказанному.
Нет, ну есть же еще белкассеты. Там... Нет, секундочку. Они так изгаляются там. Нет, но дело в том, что модный стёб, так называемый, что у нас почему-то считается модным, хотя уже всем осточертел, когда просто стебаются, это попытка быть глянцем, то есть для своих. То есть это уже дурной вкус. Здесь это необходимость. Если вас интересует, я вам скажу, когда снимали редактора «Комсомольской правды», которая еще пыталась что-то писать всерьез, тогда еще любовница товарища вызвала сюда Сунгоркина, им сказали так, или полностью закрываем газету, у них было уже 2 предупреждения, ну знаете про предупреждение, да, или убирая редактора и так далее. И тогда полностью Сунгоркин здесь свирепствовал, ушли многие журналисты, по большому счету газета была убита. И на сегодняшний день там работает, конечно, молодежь так талантливая, но ничего написать они не могут, поэтому вот стебаются как могут. Вот и все. Больше, иначе, как это называется, мне очень понравилось, редактор газеты «Звезда» плакала, не выдержала, расплакала, сказала, я же вообще уже ничего не могу написать. То есть ситуация какая, ничего не пропускается. Самое интересное, что никакой цензуры, как в советские времена, нет. Это уже появилось вот этот вот око, да, вот этот паноптикум. Люди начинают Саморецензирование заниматься. Да, то есть даже это не рецензия, это вот как это... Цензура, самоцензурироваться, они уже настолько самоцензурировались, что по большому счету, вот если сегодня этих девочек заставить написать материал серьезным языком, и то, что они думают, они уже не смогут. По той простой причине, что любые серьезные вещи выворачиваются в несерьезное, то есть в какой-то стёб. То есть, если сегодня всех стебанутых попытаться сказать, что же вы, ребята, в действительности думаете, они сказать уже ничего не смогут. Они уже просто стебанутые. И есть отсюда выражение, то есть стебанутые. То есть люди, которые в результате не могут говорить ни серьезно, ни шуточно, а вот типа за этим что-то скрывается. Это, знаете, пошутил, да, и вот думаем, есть за этим что-то, нету за этим что-то. Эдуард, слушай, вот мы сейчас с Подполиным как раз таки проходим эту тему мусульманина, когда в определенных условиях ограничения в концлагерях человек с азиатской, вот помнишь, происхождением превращался, вот когда у него внимание степень. Сейчас объясню. Возможно, там вообще все как-то завязано на достоинстве, когда человек решает достоинство вообще всего. Достоинство? Вот. Может быть, лишая газету достоинства, то есть вот возможность как-то... Какое можно увидеть газету достоинства? Ну, то, что ты сейчас описал, это фактически этот акт лишения достоинства и произошел. И люди потеряли, так сказать, интерес. Нет, я говорю о языке, о том, что, подходя к дискурс-анализу, о котором говорит вообще-то Сарна, что мы должны учитывать нюансы для анализа, каким языком написано. Основополагающий элемент языковой культуры или речи данной газеты. То есть газеты разные. И поэтому, когда мы читаем, я делаю акцент, что мы читаем между строк. Все. Может быть, это зона, скажем, юмора и сатиры, то есть вот это хочешь сказать? Вот я говорю. Он говорит о стёбе. Вот вопрос к Павлу, раз ты вылез на авансцену. Вот что нам сейчас раскрыл Эдуард, когда он рассказал плачевную историю комсомолки? Он сказал, потратил наше время. Потому что я сказала, смотрим на схему. Там есть место для Эдуарда. Что он раскрыл? Интердискурс. Нет. Он нам показал контекст высказывания. Он показал, в каких условиях существует стёб, почему возник этот стёб, да, историю нам рассказал об увольнении редактора, о смене команды. Вот, пожалуйста, мы теперь посвященные в ту ситуацию, в которой производится этот дискурс. Теперь мы тоже эксперты. Я бы язык бы все-таки вынес. Подтекст в центре, да, он там как бы просвечивает сквозь сам текст. Саша, а вокруг язык дискурса отдельно стоит здесь. Я говорил о языке, которым они пишут еще. Это контекст согласен, но еще я и говорил о языке. Мы понимаем, мы сейчас в другом говорим. Да. То есть вот подтекст, контекст всегда обязательно или нет? Но если подтекст понятен, зачем контекст? Здрасте.
только понимая контекст, то есть ситуацию, в которой работает журналист в данном случае, мы можем понять, откуда берется и подтекст. Вы прочитали, я поняла, что это Степ. И через 5 секунд говорю, да, это Степ. Я поняла с самого начала. Я сказал, Степ, что ты подразумеваешь под понятием Степ? Ну вот то, что и вы его называете. Нет, секундочку, вот это не ответ. Что? Жач полный, на первой странице. Нет, нет учредительной газеты. Мы берем, ну вообще, понимаете, это же газета, которая говорит о каких-то новостях, которые должны происходить в большом городе, много людей, где же обмениваются информацией, понимаете, и мы узнаем, что бедный чувак из облсполкома каждый день вот так вот делает, потому что он не может жить без, понимаете. Я хотел сказать, надорвался, а получилось надругался. Что понятно? Ну понятно, мне сразу становится. А давайте прочтем именно что на второй странице, очень интересно. Нет, давайте прочтем еще вот стиль. Я только что сказал, что за этим хихи скрывается невозможность сказать что-либо серьезное. Сейчас мы с вами демонстрируем пример Стёба. Сейчас мы с вами стебаемся, скрывая то, что нам нечего сказать. А я, конечно, не говорил не по теме, но я говорю, что я только что вас всех предупредил. Не стебайтесь, потому что реально мы скрываем свою несостоятельность. Это знаете, что из прошлой нашей лекции, вот эта информация, когда для всех свое, для каждого в этой ситуации свое. Ну, нельзя каждому объяснить смысл анекдота, понимаете? Почему? Все. Если вы чувство юмора отсутствует, действительно нельзя. Проверь. Нет, ну знаете, тогда мы не можем разделять это. Ну, ладно, пафос рассказывания истории, если как бы люди не понимают друг друга, то и не возникает понимания. Не возникает смеха, да, над анекдотом. Но зачем рассказывать анекдоты, если они непонятны? Александр, там есть вот эти все остальные вещи, которые изменят? Ну вот давайте поищем. Подтекст мы уже нашли, да, контекст раскрыли. Что еще? Присутствие другого текста есть в этой заметке? Наверное, все-таки нету, да? Ну это вообще в рубрике только факты излагаются. Ну да, какой здесь может быть подтекст? Констатация факта. То есть... Началось. Уже нет подтекста, говорят. Эта колонка изначально настроена на то, чтобы писать абсурдные факты. Там это абсурдец. Да, абсурдно. Но это факт, который состоялся. Совершенно верно, абсурдный факт. Отлично, факт. Да. Но все-таки можем ли мы извлечь вот из этой лаконичной, 5 предложений буквально, да, из этой лаконичной заметки что-то больше, чем просто факт, что он там чаще раза в минуту это делал. Раза в секунду. То есть все нормально, да? Это нет, мне, например, напрягает, что после 50 могут быть такие случаи в клинике. Чаще одного раза все. Вот, обратите, уже пошел другой подтекст. Чаще раза в секунду, да. Какой подтекст здесь? А вообще мне очень нравится гиревики во власти. Один Кличко, например, что столько спортсмен. Нет, здесь же ситуация... Нормально пошли, поехали. Ну, он наносит удары там чаще раза в секунду, я понимаю. Хорошо, этот толкает гирю там раз в секунду и даже чаще. Но секрет успеха, его лозунг: фанатично работать и не жалеть себя. Да, логично. И вывод, да, хороший лозунг можно брать на вооружение в любой сфере. Ну, абсолютно банальная фраза, очевидная. Нет, это посыл. Это посыл, что надо делать. Ребята, вы посмотрите, что как я спасаюсь от этой жизни. Я стал знаменит, понимаете? И вы так можете. Подождите, мы сейчас от текста 1 переходим в текст 2 и потом Мы пытаемся, да, нащупать... Текст везде ищем. Нащупать возможные подтексты. Да. Выясняется, что их уже 2. Подтексты, то есть в тексте 2. Мы сейчас в тексте 2 что-то ищем, да? Нет, второго текста пока не наблюдается. Я не знаю, если кто-то видит, мы говорим, что это другой посыл. текст. Мы объясняем, что это посыл открытый, прямой, честного человека, понимаете? Ну, во-первых, это представители, во-первых, властных структур. Какая разница, это же, Начнем с этого, которые демонстрируют свой здоровый образ жизни. Замечательно. Все казалось бы замечательно. Влияет, так сказать, своим таким благородным примером на ЗОЖ, демонстрируя, скажем так. Это лежит на поверхности банальное. У нас Лукашенко провозгласил спорт смыслом всей жизни страны.
И здесь просто Главная идеология это хоккей. автор стебается над этим, что придурки так буквально в смысле таскают гири, вот, выполняя руководящую, направляющую роль Александра Григорьевича. Это текст 2 или текст 1 все-таки? Текст один. Текст 1, Первый хорошо. текст. Затем, все-таки он же уже в возрасте, там же написано все-таки, что ему возрастная категория уже соответствует. Вот, да, кстати. Ну просто... Что, в принципе, ну, как представитель Беларуси человек. Тут трижды упомянуты цифры, да? Цифры. Да, да. Ну, Никто его не сбивал. 51 раз, 32 килограмма и 56 лет. Через нумерологию, кстати. Практически человек. Через нумерологию. Заметьте, человек. Через нумерологию. Так, вот еще один диск. Здесь Это мистически. Практически человек фактически перешагнул ту возрастную категорию, когда у нас в Беларуси мужчины уже умирают. И здесь еще может быть смерти, психологический подтекст критика власти, то есть через стёк. Этот идиот вместо того, чтобы управлять нормальной областью, он гири поднимает. Витебская область, депрессивные регионы Витебской области, а он гири поднимает. Подождите, давайте. А вы спрашиваете, до чего контекст? А он такой здоровый, что может чаще, чем раз. Вопрос дальше. Так мы тут запрещаем вообще человеку Я же делать что-то. здесь разворачиваю. У меня вопрос. Все-таки это большой тренинг. Так просто взять, подойти и вот так вот в таком возрасте махнуть. И толкнуть. Толкнуть, это, в общем-то, нужна большая тренировка. Вопрос. Когда Принять на грудь, кстати, третий. Когда занимаешься профессиональным делом, Понимаешь, что время. мы видим во властной структуре Физкультурника. да, или мы видим все-таки профессионала только в другой области. То есть мы этого не разворачивается. Почему-то все-таки, если мы говорим о профессиональных качествах, там что-то должно быть, мне кажется, другое упоминаться. Вот мне тоже так. Вот здесь как бы это не прослеживается. И задается вопрос, а там пустота. Там нет никакого. То есть не надо искать подтекст там, где его нет. Это как, Фуко. Подождите, Нет, почему-то? как это не надо? Он сам собой всплыл. Когда мы начали говорим о разговаривать, профессиональных подтексты качествах, пошли. Мне бы хотелось говорить не о физических человека качествах, а все-таки о профессиональных. Вот. Ну, И тогда в чем смысл заметки? люди не тем занимаются. Вот. Наконец-то. То есть Таким описывается... путем мы пришли к одной точке зрения, между А прочим. на второй странице То есть он все понял с самого начала, как и я. Только у него долго мозги работают, а у меня сработали в первом же движении. И все. У меня долго мозги работают. Он витиевато как-то вышел, но то, что он взять я да. Знаете, у меня просто такая специальность, что я должен проходить каждый этап и очень скрупулезно, деталь за деталью, поскольку потом очень тяжело возвращаться, если что-то здесь упустил, потом это может выявиться очень глубоко и... А это уже биографический контекст, обратите внимание, да? То есть взгляд читателя, воспринимающего, да, смысливающего эту заметку, Девочки молодцы, которые... обусловлен его профессиональным контекстом, да. Теперь он говорит, что ему нужно долго, основательно читать, вникать во все, И мы уже никуда не спешим. выискивать, и мы никуда не спешим. Мы понимаем. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает. Вот. Ну, я буду выписывать куда-то. Так, у нас была тема скрытая реклама. Вот, пожалуйста. Я не презирала и была не права. Нельзя никого презирать. Заметьте, Что нельзя презирать? мы оставляем некоторые маркеры для того, что если мы все-таки запутаемся, переходя в текст 2 и возвращаясь в текст 1, мы все-таки должны вернуться и по каким-то маркерам Это вы постараться. так мыслите. Это не хорошо, не плохо. Стоп, подождите, это определенно нет, я знаю. Обидно. Я все-таки демонстрирую. Мы все-таки должны создать какой-то, и мы здесь учимся создать методологию с вами для того, чтобы разработать профессионально некоторые техники интерпретации Это прекрасно. или аналитики. Как вы догадались? Это прекрасно, потому что... Подчеркну, руководство нашего Правильно преподавания. пишется на мову. Да. Да. Итак, у нас уже есть 2 или 3 подтекста, которые здесь присутствуют. Почему здоровый мужчина в самом расцвете сил, вот, кстати, тут у меня еще аналогия с Карлсоном, вот,
Почему, собственно, да, он становится известен не своими прямыми, да, Инфантильный мужчина туда. служебными вот, достижениями, а вот таким, в общем-то, не обязательно совершенно, да, достижением, которое... Все это в духе, в общем-то, вот тогда, когда делалась революция в 17 году, вот тех вот как раз... Еще один контекст вопрос. Вот когда демонстрировать нечего, всегда берут силы. Это определенная сила давления. Нет. Это уровень тела. Это, знаете, подождите. Это политика влияния. Ну и уровень сознания. Это имидж. Имидж. Пиар, да. С одной стороны, можно посмотреть, что газета, в общем-то, создает позитивный, да, такой сверкающий имидж чиновнику, что он такой молодец, классный, позитивный, здоровый, вот, пропагандирует здоровый франшиз. Совершенно случайно мог стать знаменитым, потому что, возможно, была разнарядка по исполкому, а теперь с нашего отделения, понимаете? Как вариант, вспомнили про, как там его зовут, напишем его, и у нас тоже есть свои люди. А, кстати, тут его имя... ну да, имя. Александр, или все-таки может быть, знаете, вот тут еще двоякое может быть суждение, что в принципе там, в профессиональной сфере, у него все нормально, поэтому у него еще есть и дополнительные Он разносторонне развитый человек. Да. Как может То есть, в чиновник принципе, быть если разносторонне вот, развитый человек? Ну вот чиновники и гири поднимают. И гири поднимает, да. И одновременно поднимают. Это Одновременно. Свободное от работы время. С большой душой. наверное, мы где-то должны... С чистой совестью, да, свободное от работы время, человек может поднять гири и не один раз. Это неинтересный концепт, который вы выбегаете. Ну что, здесь еще интересненько. Давайте. Я смотрю эти заметки на ура пошли. Вот есть следующая заметка, называется «Сингапурские бизнесмены». Спрос рождает предложение. В Сингапуре, я просто целиком зачитаю. Да. Спрос рождает предложение. В Сингапуре появился сервис, через который можно заказать, в кавычках, профессионального ожидающего. Всего за 14 долларов, опять цифры пошли, всего за 14 долларов в час, 26 за 3 часа или 63 за 8. Специальный человек постоит за вас в очереди за билетами на концерт или в магазин. Гениально. Покупку доставить на дом, если нужно. Вывод делается. Нанять бы еще кого-то, кто просыпался бы вместо нас по утрам. Прекрасно. Опять девочки жмут, или как сказать? Опять жмут. Прекрасно. Нужная вещь, между прочим, в Беларуси, я считаю. Ну, у нас можно через интернет это все купить. Но я бы хотел заметить, что, во-первых, Да, вот я тоже думаю, что и в Сингапуре. все-таки мне кажется, вот если дальше переходить к разбору, дискурс-анализу вот этих текстов, надо все-таки взять более серьезную планку и отойти от этого вот хихи-ха-ха, действительно, что предлагает Кувсерин. Во-первых, вы заметьте, это все-таки экологический, ну, скажем так, материал, из которого вообще выпущена, это бумага. Это все-таки, во-первых, откуда она берется? Это, в общем-то, сырье, которое, ну, как бы, деревья, да, то есть это... Нет никаких ссылок на материал переработки. На первой странице мы видим, в общем-то, определенный уровень текста. Деревья, надо к этому относиться всегда очень серьезно. Я правильно поняла? Нет. Потому что напечатано, там вырублено, какая там была поговорка. Тираж 207 тысяч. Ну, это само собой в подтексте имеется, я не хочу это затрагивать, но... Так, вот Павел предлагает нам почему-то экологический такой, да. Нет, он предлагает свернуть. Я думаю, что контекст для того, чтобы до сегодняшнего веке, используя, скажем так, природные ресурсы и демонстрирует на первой и второй странице, а мне кажется, в обществе что-то уже такое произошло, какая-то деформация, когда люди просто не задумываются над тем, над своими моральными принципами, принципами и какими-то этикой поведения. И это просто произошло в отдельно взятой стране внутри.
И? Ну, вот мы То есть мы должны взять и бросить покупать газеты. Перестать, прекратить эту порочную практику. Фактически, если мы перестанем вырубание финансировать, газет. скажем, вот эту газету, она должна закрыться, правильно? Потерять своего читателя и обанкротиться в этих Обязательно. современных условиях. Как только последнее дерево распилит, все, капец. Ну хорошо, это какая-то совсем широкая рамка контекстная, да, экология, пресса, бумага, да, хорошо, будем иметь ее в виду. Что еще вы здесь почуяли, какую струнку затронули? Сингапур страшно далек от нас, да, нам их проблемы не понять. Почему вообще эта тема здесь упомянута? Вот давайте зададимся вопросом. Ну, вот именно, что это, по сути, я вот действительно не понимаю, почему это вставили вроде как в современную. Это до этого месяца? Рубрика называется «Люди и животные, которые нас А удивили». какого года? Сингапурские бизнесмены удивили. Они правильно переизвели, так это же богатая страна. То есть деньги нужно тратить хоть куда-то. Ну, то есть, действительно, я сомневаюсь, что у них нет возможности. Нет, ну заказывать. почему хоть куда-то? Это вовсе не кажется каким-то избытком или блажью. То есть они экономят время, чтобы за них там в очереди Поэтому стоял они не другой заказывают человек. в интернете что-то. Это другой вопрос уже, да. Почему тогда вот они не пользуются интернетом? Нет, Потому потому что что так не все же есть. можно купить в интернете. Ну, именно когда она поступает в первые самые продажи всяких айфонов, там нужно честно отстоять в очереди и купить свой айфон. Ну, видимо, вот на концерт, да, какие-то популярные звезды тоже там легко так не купишь. Просто с Все другой можно стороны, через заказать и все. Почему у нас можно, а там нет? Почему в Сингапуре? Ну, может показать, что Проблема. Сингапур вроде бы богатый, там один из самых высоких ВВП на душу Да. населения, а мы более развиты. То есть у нас в интернете То есть мы можно... тут недавно гири поднимали, если что. Ну, такой, да. Вручную, да, без всяких автопогрузчиков. Ну так вот да, интересная такая проблемка. Вот как объяснить появление этого материала в этом? То есть Ну, для того, чтобы... удивление, да, от того, что в Сингапуре как бы нечем заняться, кроме как вот в очереди. Ну, я вообще это рассматриваю в интертексте с первым текстом, да, про гири связано. И вот на второй же колонке, которую мы читаем, с этими, значит, Бизнесмен. да. Беда с этим. Да. То есть интертекст, который создается, это, наверное, тот обращение газеты к своему читателю, к тому, скажем, социальному, наверное, статусу читателя, который бы заинтересовался и первой, и второй колонкой. То есть это организация определенной аудитории, да, читателей, которых объединяет эта газета. Ну, фактически если мы говорим про техники разбора, вот в контексте там, контекст мы уже знаем, интертекст, который между текстом 1 и текст 2, который, ну, организуется. То есть мы сейчас фактически представляем того потенциального читателя, который бы заинтересовался бы вот такой информацией на первой странице. На второй. На второй странице. Ну, посмотрите, честно говоря, я согласен, что да, логично рассматривать как бы последовательно, вот буквально вот слева направо, да, движение которое вы нам взгляда. ограничили, я, в общем-то, это и После того, как мы пытаюсь ознакомились с анализировать. первой заметкой, да, то есть мы не стали со второй сразу, да, начинать чтение. Мы сперва первую, потом вторую, до сбода идем до третьей. Вот, и оказывается, что вот, да, в первом случае это вот, витебский чиновник, во втором сингапурский бизнесмен. Да, вот да. сравнение идет, буквально, вот они рядом. Даже фотографии есть, кстати. Обратите внимание, первый, да, толкает, вот мужчина толкает гирю. Вот, а во втором кружочке На самом деле мне стоят люди в очереди. Да, мне очень тяжело этот интертекст между двумя этими статьями, как бы какой-то аутизм вообще возникает. Если честно. А он должен быть? Ну, обязательно. Вот. Связь. Ну вот я задаюсь вопросом, да, улавливаете ли вы связь? Я нет. У меня ощущение, что тут хорошо, а там...
ну, какой-то перепад. А там кризис, да, вот, нехватка ресурсов, кризис времени. По крайней мере, время. Денег у них завались, да, а вот времени не хватает. А у этого хватает И не хватает ЗОЖ, да, не хватает времени толкать гири, вот, заниматься спортом активно, себя поддерживать. За них приходится нанимать людей, которые за них все это делают. Ширу бесится. Просто, по-моему, дело там вот как раз-таки вот в таких ключевых фразах, как первое, это спрос рождает предложение, то есть что если там люди действительно дорожат своим временем, что вот время – деньги, вот в прямом смысле этого слова, и, соответственно, поскольку люди хотят сэкономить свое время, соответственно, свои деньги, ну, за это время они могли бы заработать еще больше денег на своих работах, на которых они действительно что-то делают, и зарабатывают деньги. У нас такого нет. Вот. И у нас, например, нет спроса, соответственно, и предложения такого же нет. Не просто же так там появилась такая профессия. Вот. А у нас, вот как было в последней фразе, вот бы нанять такого человека, чтобы вставал за тебя по утрам. То есть я сомневаюсь, что у сингапурцев была бы такая идея, потому что они встают по утрам, у них есть какая-то цель, они идут на свою работу, делают там свои деньги. Ну, к основному посылу, да. Посыл-то в последнем предложении содержится. Да, да, вот в первой заметке предложение полностью посвятить себя своему делу, да. А первая фраза второго – это спрос рождает предложение и то, что там в Сингапуре. Да, и время – деньги. То есть, очевидно, как бы отсылка к чему? Пословица, да? Пословица. Ну, это пословица, это некий трюизм, как бы очевидная вещь. Вот, хочешь там сэкономить, да, работай быстрее, хочешь больше заработать, работай быстрее, время, деньги. Вот. И из этого контекста, вернее, подтекста, да? Хотя это можно даже как интертекст, да, скорее воспринимать. Интертекст, отсылка вот к этой пословице. Под текстом тогда тут будет уже, ну даже это и не подтекст, а прямой вот посыл, да, вот. Хорошо бы нанять кого-то, кто просыпался бы вместо нас по утрам. То есть жизнь настолько невыносима, что подменить бы себя, да, и не просыпаться. Пусть за меня кто-то бы просыпался, шел на работу, там, зарабатывал деньги, а мы бы спали вечным сном. Я потерял мысль рассуждения. Тяжеловато, конечно. Я не понял, почему так. Ведь можно же было организовать смысл совсем по-другому. Например? То, что есть, то у нас и есть. Да? Вот материал представлен таким образом. Спрос рождает предложение. Это какой у нас дискурс? Экономический, да. Это как бы прописная истина из экономики. Отсылка идет к пословице «время – деньги», да, этнография такая своеобразная. Вывод делается, конечно, такой вот уже социально-критический, да, получается мотив. Вот, то есть не хочется просыпаться, не хочется работать, как бы нанять вот кого-то, чтобы вместо тебя это делать. Вот, то есть есть вот некий срез такой, да, проблемный, отсылка к нашей ситуации, критика даже такая завуалированная. Вот, и показано, что вот они там из жиру бесятся. Вот, тратят деньги непонятно на что. Да. Вместо того, чтобы поддерживать себя в такой здоровой форме, как первый наш персонаж. Да. А первую форму, вот первый текст, мы к какому типу дискурса можем отнести? К физкультурному это искусство, область, или это все-таки политика? Это форма подачи новостей. Или это такой переменный такой? Это опять же физкультурный. Такой смысловой сдвиг, да, как бы освещение там. Какой тип дискурса все-таки, как вы считаете? Освещение там жизни, да, личной жизни чиновника, то есть это как бы подтекст идет политический, хотя это завуалировано как новости оздоровительного движения. Оздоровительное это искусство, правильно? Почему? А что это? Это же не физическое искусство, это физическая культура. Но все равно искусство. Ну, это как бы околоспортивная тематика, вот такая. Можно отнести к физкультурно-оздоровительному и спортивному дискурсу. А там экономика.
А здесь экономика, очевидно, совершенно очевидно, что это из экономики, да. Вот. Но в первом случае некий политический подтекст имеется, а во втором социально-критический, да? И фактически первый очень значимый, он тогда и присутствует и во втором абзаце. Но во втором политики нет, как бы, да, тут нет просто фактуры достаточной, которую можно было бы раскрутить. То есть мы, получается, исходим из установки, что автор этих 5 новостей задумывает... 5? Почему? Там 5 колонн. Тут 5 колонн. Она целенаправленно задумала как-то проманипулировать, повлиять на подсознание читателей и таким образом подобрала связанные через интертекст 5 инфоповодов. Это установка. Или это смысл этой рубрики. Это гипотеза наша. Это смысл рубрики. Там размещается абсурд. Это абсурдизм. Его называют абсурдизм. Подожди, ты там изначально каждый факт. Не путай нас, этих, подожди, послушай сначала. Мы тут серьезную тему обсуждаем. Это постоянная колонна. Вообще складывается впечатление, что следующий дискурс будет тоже иметь какой-то определенный, но уже не из области политики и экономики, а уже, ну, как бы, скорее всего, ну, так складывается. Ну, мы еще не знакомы, но уже к этому можно так логически подойти. Да, хорошо, уже прогностика заработала. Так. Вот следующая колонка посвящена как раз животным, которые нас удивили. Белые жирафы. Первым белых жирафов увидел кенийский пастух. Не поверил, убедил себя, что это были призраки. Его теорию решили проверить специалисты по охране окружающей среды. И сняли удивительных животных на камеру. Белую маму, белого детеныша и цветного папу. Интересно, а папа почему цветной? Так, тут уже такой сомнительный подтекст возникает. Теперь учителя по ИЗО, секундочку, теперь учителя по ИЗО не смогут поставить школьникам 2 за розового слона. Вдруг он существует, но просто еще не попал людям на глаза. А это какой интеллектуальный? Не надо здесь ничего искать. Да, вам все ясно, поясните нам. Да? Ну, вообще между 3 новостями нет никакой связи. Не надо искать никакой интертекст. Это то, что вы правильно говорите, это просто набор абсурдных новостей. А здесь пытаются найти интертекст. Секундочку, нет, секундочку. Кто сказал, что абсурд лишен смысла? Вот именно. Нет, хорошо, но мы можем описывать события естественным путем или через абсурдное. В данном случае это существует замечательная рубрика, веселая, легкая, где подобраны абсурдные вещи. Они совершенно не взаимосвязаны, они из разных областей человеческой деятельности. Там могут, например, про потерянный кошелек написать все, что угодно. В данном случае здесь комментарий на что-то намекает. На что-то такое. Вот, реальности. Ну что, не может быть жирафа альбиносом? Может, но со словниками, вот это и есть так называемый вот этот стёб, вот этот вот, то, что любят эти девочки в комсомолке, ну, как говорится, на любителя. Будешь это понос читать или не будешь? Вся комсомолка, она в принципе понос. Вот. И, собственно говоря, это их работа, производить понос. И находить там смыслы экономические абсурдно. Подожди, давай все-таки вернемся в область текстов. Давай все-таки вернемся в область текстов 1, 2, 3 и определим все-таки какой-то тип дискурса, который мы сейчас определили в 3-й колонке. Давай так. Я сказал, что колонка это называется абсурд. Форма подачи новостей через очевидную ляп. Ну да, через ляп. То есть через обратную. Подожди. Ну так она же и называется, которые нас удивили. Да. То есть это сразу, так сказать, настраивает. Вот тебе я нарисовал дискурс. Да. Первую колонку мы определили как политическую. Какую политическую? Где тут колонка этой колонки политическую? Как экономическую. Подожди. Пока ты шел за чаем, мы уже все раскрыли. Не надо было уходить. Они все делали все. Я уже все нашли. Вот, как ты характеризуешь, вот ты раз взял слово, как ты характеризуешь вот эту 3-ю колонку? Какой-то тип дискурса, который тебе предлагается.
Павел, меня уже Сарна называет троллем. Биологически. Я скажу, что у этой колонки нет никакого поля дискурса. Это факты через абсурд. Вот и все. Нет, но это не факт, что это факты. Это может быть и добро. Про розовых слонов так точно не факт. Если интересно там находиться, пожалуйста, оставайся. Все-таки давайте определимся. Биологически. Давайте. Биологически. Развлекать. Значит, первый. Во-первых, да, есть как бы, ну, отсылка к мифологии, да, он поверил, что это призраки, да, некие вот суеверия, религия, призраки, мифы, да, легенды, вот это вот, да, этот слой, первый слой. Второй слой, его теорию решили проверить специалисты. И раз есть суеверия, то кто их развенчивает? Специалисты, эксперты, наука. Отсылка к науке, да, что наука против суеверия. Отлично. И к чему мы пришли? Белая мама, белый детеныш и цветной папа. Это как? Расизм или толерастие? Самому даже смешно стало, да? Всего лишь навсего стебается над тем, на что тратит наука деньги. Изучает, откуда альбиносы берутся. Больше ни над чем не стебается. А вы уже понавешали гири. Послушай, вот, Эдуард, ты сказал, что там твоя жена работает. Вот работала. Я ее оттуда забрал. Я начал терять жену. Подожди, послушай внимательно, что я тебе скажу. На второй странице, переводя бумагу, это ресурсы природные. Вот такую вот херню писать. Я тебе, по-моему, сказал контекст. Они обречены. Дело в том, что наша «Комсомольская правда» единственная из всех, как это называется, региональных выпусков полностью принадлежит Сунгоркину. И это чрезвычайно рентабельная газета, которая приносит огромную прибыль. В обществе такая газета бы просто уже-напросто перестала существовать. Послушай, желтая пресса существует во всех цивилизованных странах. И замечательно существует. Я тебе умоляю, вот это вот желтая пресса, вот это то, что мы сейчас... Классическая желтая, у нее даже цвет желтый. Даже цвет. На какую аудиторию она рассчитана? Ты мне покажи этого человека. Для любителей глянцевых желтых. Только лишь по принудительной подписке ее буду читать. Я тебе скажу, что у Толстушки подписка 200 тысяч. 200 тысяч. Принудительно. Какого принудительно? 200? Это частная газета. Покупаю. Подожди, тогда я тебе задаю вопрос профессионально. Она расходится на ура. Как она тебе будет поможет эта информация для твоего развития? Да, все. Просто развлечение. Это как едешь в троллейбусе, читаешь. Вот стёб, ирония, юмор, да, повышает градус. Ты знаешь, какие самые популярные газеты тиражные? Это газеты с анекдотами и кроссвордами. Да. Самая популярная страничка комсомолки, почему комсомолка не открывает, да? Это обязательно кроссворд. Астрологический прогноз. Вот. Дело в том, что эта газета... Большой прогноз. Давайте теперь поговорим для о блондинок, технологиях. понимаешь? Для блондинок. Я не знаю, как объяснить. Товарищ Тролль, давайте... Да. Не для лысых, для блондинок. Давай в рамках все-таки представим... В рамках этой схемы поищем, да. Давайте, Итак, Александр, хотите... у нас есть научный дискурс, экологический Они дискурс. развиваются. Специалисты по чем? По охране окружающей среды. Товарищ преподаватель, Ну. можем ли мы констатировать, что перебрав только лишь 3 колонки, мы сталкиваемся с определенной степенью манипулирования сознанием людей, технологий? В процессе коммуникации всегда возникает процесс манипуляции. Это автоматический Мы на процесс. сегодняшний день видим, что некоторые партии, они определенным образом влияют на сознание людей для того, чтобы... Вокальные партии. Да. Вы читайте название. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Это представитель делегирует. Не расстанусь. Совершенно верно. Буду вечно молодым. Вокальная партия. Итак, продолжаем. Помимо каких-то довольно грязных намеков на различия в цветах у представителей одних и тех же видов, да, тут есть еще отсылка на розового слона. Это тоже. Розовый слон. Что этот образ вам навевает? А? Какой? Помните, где они стреляли там
два детектива, Колобки, или как они называются? Следствие ведут Колобки. Отлично. А еще какие будут? Розовый слон всегда ассоциируется с мультфильмом Уолта Диснея «Дамбо». Дамбо? Бэмби. Да, нет, Бэмби это олененок, а Дамбо это в цирке выступал еще. Он был розовый. Розовый. Когда он там Ивай снес, сам он был розовый. Кто-нибудь читал? Как поросеночек. Я хочу задать вопрос. Кто-нибудь читал хотя бы вот французскую прессу, какую-нибудь? Восстаньте с французами тоже. Или какую-нибудь испанскую? Да, на отечественном материале поработать. Подождите, мы считаем серьезную газету, которая представляет определенный круг интересов. 200. Ну это не серьезная газета. Ну, серьезно в плане охвата. У нас комсомол ассоциируется в СРМ, правильно? Есть у нас такая организация. Ну, безусловно, да, но... Это не БСМ. Это, да, не БСМ выпускает. Можем ли вот мы, как интерпретаторы и аналитики, можем ли мы сегодня констатировать, что такая серьезная газета... Это не серьезная газета. Все-таки... Совершенно несерьезно. Это с вашей точки зрения. Подождите. С точки зрения 200 тысяч подписчиков. Это не серьезная газета. Ежедневки не больше 100. Ну... Не кроется ли здесь подтекст в том, что, ребята, все-таки политика это не ваше дело, хоть вы пытаетесь тут разобраться, а мы будем, вы читаете, пожалуйста, про вот эти бэбис или там жирафов, а кто-то политикой будет заниматься другим. Ну, если бы это была только одна газета сразу, а также можно купить там... Есть же еще Белгазета. Это очень пересекается с последним, кто-то перепостил Мацкевич по поводу высказывания выдающегося современного философа с какой-то там чуть ли не японской фамилией, когда он говорит о том, что в этом мире... Куяма? Да. Когда он говорит о том, что, собственно говоря, наш мир настолько перенагружен такими крутыми специалистами во всех областях, что понимаешь, что идиоты правят миром. Так вот, через идиотизм, через этот абсурд, через эти вот, этот литературный прием столкновения жирафа, слоника и так далее, показать мозаичность вообще происходящего, что какой нафиг вот, ученого нормального может вообще всю нашу науку могут интересовать слоники и жирафики. То есть это уже паралич уже какой-то детский, да? Головного мозга. О дискурсе каком здесь идет речь? Банально сверху лежит, не придумывая фантомов. А тут сейчас мы здесь этого самого, не Фуко, а Барта просто включаем, который вытягивает то, чего нет. Если говорить буквально, это очень примитивно показать. Наука абсурдна, как это называется, во власти еревики. Вот это вот вещь, игра, это вообще никто не читает, не вдумывается. Это просто-напросто, как это называется, вот тебе лень, вот как в метро едешь, почитать этот абсурд, посмеяться. Так это и есть засорение твоего сознания, ты не понял? Ну, он же не читает. Паша, если тебя анекдоты засоряют, я сочувствую. Меня нет. Ну представь. Влетело, вылетело. Подожди, я приехал в Беларусь. Ты здесь живешь. Это ты уехал из Беларуси. Я воспитан на каких-то определенных критериях, что если название газеты носит определенный контекст отношения к партии, какой партии? Я предполагаю, что эта газета будет декларировать определенные ценности, да? Павел, это самое которые существуют во всем мире. Давно сказано, что самые большие глупости люди делают самыми серьезными лицами. Шварц, смеяться. Для чего создали Шнобелевскую премию, где как раз ученые, так сказать, обсуждаются. Это же уже даже это стало таким выражением устойчивым. Ученые Великобритании, значит, провели какие-то... Здесь же не зря именно ученые Великобритании. Есть предложение скинуться на полугодовую подписку для Илюкевича. Дело в том, что человек это потеряет просто. Подождите, стоп. Если мы его не нашли. Хорошо, я вам приведу пример. Вот смотрите, мы рассматриваем текст 1, текст 2. Возьмем хотя бы тогда... У нас уже 3 текста. Мы можем отнести газету целиком, «Комсомольскую правду», в текст 1 и взять для примера
газет Другую такого же типа, только, допустим, Такого типа больше из нет в Европы, Беларуси. допустим, из Испании, Херенда де Арагон, такая же партийная газета фактически, и как текст 2, и просто сравним вообще, вот кто, что, допустим, на первой странице печатается вот в этой газете, а что вот в этой. И просто можно анализировать. Ведь серьезность подхода и у нас нет сейчас под рукой сравнительного материала. А вот зря, не подготовились, товарищи. Здесь написано комсомол. Каюсь, не подготовился. Нет доступа к испанским общественным. У нас просто какой-то несерьезный диск организовывается. Просто базар вообще. Он думает, что комсомол читает. Он вообще газету читает, посмотрите на него. Там Он вообще впервые услышал сегодня о комсомольской правде. отметок комсомольской правды. Нету. Отметок. Он думает, что это партийная На жизнь. сегодняшний день есть столько проблем, какая проблематика в обществе вообще существует. С этой миграцией, с терроризмом. Даже в советские времена комсомолка была самой свободной, самой... Друзья мои, обратите внимание, что два, по крайней мере, мотива актуальны здесь затронуты. Охрана окружающей среды и проблема мигрантов. Вы согласны? Это про жирафа когда? Да. Вот, два. Минимум. А жирафы это иммигранты, а цветные. Папа, мама там белые, а одна особь цветная. Это же проблема. Ты дальше просто стебаешься. Я тебе говорю, мы скоро станем стебанутыми с такими газетами. Окончательно. Почему именно это слово употреблено, да, а не коричневый жираф? Не понял. В смысле? Так, мы переходим в цветовые гаммы. Да, что он цветной. Или пятнистый жираф. Не пятнистый, не серо-буро-малиновый. Полосочку, не в пятнышки, да? Вы еще сейчас говорите вообще. Люди. А вы знаете, что становится сейчас вот этими самыми белыми жирафами? Если вы начинаете искать смыслы там, где их нет, то вы создаете сущности бесконечные. Это гипертекст. Саша, куда ведешь людей? Куда ты ведешь людей? Извилистыми тропами гипертекст. Комсомолки работают такие, извини, девочки, простые, от сахи, а у них понятия нет о том, куда вы сейчас хочешь ли ты сказать то, после того вот сейчас, значит, что здесь нету вообще никаких смыслов в этом тексте? То, что людей принудительно заставляют читать бессмысленные газеты и тексты. Ну кто же их принудительно заставляет? Желтая газета! Эту газету принудительно. Желтая газета не может нести никаких смыслов вторичного, третичного ряда, второго, третьего ряда. Она несет всегда один главный подтекст. Стёб, буквально стёб прописан. Но стёб, он же не сам по себе, он стёб над чем-то. Совершенно верно. Мы раскрыли сходу, а над чем люди смеются. А ты начинаешь приклеивать розу. Это как, куда уже в цветные ушли проблемы. Цветные. Для Беларуси существует расовая проблема? У нас что, негры кругом бегают? Речь о кенийских пастухах. Какие проблемы? Вот вам пример стёба со стороны преподавателя, он иногда не стебается. Понимаете? Я предупреждал, проблема стёба. В нем всем комфортно и всем ржачно. Но дело в том, что последствия для мозга, для нашего, ужасающие. Мы перестаем видеть простые смыслы. Понимаете? Вот оттуда раздается голос. Ребята, ну давайте остановимся на достаточном. Не надо вот этих вот придумывать фантомов и розовых жирафиков. Ну зачем слоники? Минуточку. Вот сейчас вот мы занимаемся, ты создаешь сейчас розовых слонов. Зачем ты напрягаешь людей? Потому что они здесь прямо указаны. В тексте есть цветные жирафы и розовые. У тебя есть Русецкая, тебе нужна помощь. Если Иисус Христос стебался, его уж не убили. Все! Вот куда мы уплыли уже. Все. Понятно? Смотрите, какой у нас нос. Он написал интердискурс. Мы ушли в пустоту. Это сферы. Это не пустота, это все. Дорогой друг, там есть все, понимаешь? Там все, что нужно для жизни. Я на первом занятии пытался из тебя выдавить, что ты имеешь под понятием дискурс-анализа. И вдруг выяснилось в конце, на последней лекции, мы занимаемся дискурс-анализом, который свелся к
интердискурс-анализу. Зато он нам показал, что вообще, о чем он, в какой науке он вообще находится, понимаете? Он сейчас паразитирует, извиняюсь, на обычных методиках герменевтики. Когда по варту берешь каждое слово, бесконечно, и оно рассыпается, текст рассыпается и превращается в что? Поток сознания, в гипертекстуальное. Но поток сознания. Это что? Смысл дискурс-анализа утонуть в гипертексте? Он показывает степень погруженности в проблему. Если мы погружаемся достаточно глубоко, у нас становится мозг, то обратно можем уже не всплыть. Я согласен. Но мы должны быть оптимистами. Секундочку, ты сейчас людей довелся за состояние взрыва мозга, они начали тонуть в гипертекстуальную, а потом говорите, вот сейчас погрузились, да, и, ребята, вы оттуда уже я хочу заметить... Можно понять, что мы в абсурде находимся, чтобы увидеть относительно к чему. Понимаете? Нет, секундочку, секундочку. Абсурд написан в первом смысле. Там погружает вас в гипертекстуальный дискурс. Текст. Там вообще все офигительно, только это конец информационного поля. А начало в другом месте, поэтому вы нифига не видите. Вы не видите, что в первом куске, что во втором, что это как это имеет отношение к нам. Там весь этот кусок состоит из 3 предложений. Я рад, что вы в 3 предложениях увидели что-то. Хорошо, переходим к 4-му. Не забыли, у нас 5. Я уже запутался. У нас, значит, по методу, так сказать, Кувсерина. По методу Кувсерина везде абсурд. Просто абсурд. Надо ограничиваться поверхностным. Никаких дискурсов типов никаких мы можем считать не существует вообще. Мне нравится, я знаю этих девочек, которые это пишут. У них искать даже 2-й сложно. А они у них находят 3-й, 4-й, 5-й. Это просто помаять, друзья. Просто маевтика, акушерство. Будешь рожать. А у тебя подтекст сексизма. Конечно, да. Почему ты девочек унижаешь? А вы знаете, а вот это вот очень некрасивый в процессе дискурса заход, очень неэтичный. Но ты нас спровоцировал на такую трактовку. Так что... Итак, все-таки дальше у нас 2 пути. Еще 2 фрагмента, да. Да, и все. Тебе мало? Надо было брать политический текст. Почему? У них нет политических текстов. Не эту газету. Есть на самом деле. Просто я боюсь даже затрагивать больше объем текста, потому что у вас его на руках нет, а он у меня на руках. Я могу вами манипулировать. Да устали уже от этого. Собственно говоря, ты манипулируешь все время. Вот. И видите, это не я сказал. Дело в том, что самый простой способ манипуляции человека – задавать ему заранее, как это называется, спрогнозированный вопрос, на который у вас, собственно говоря, нет иных вариантов ответа. Он вам всегда... Маевтика на чем строится? На аборте. Вот ты сейчас делаешь совсем аборт. Поэтому, а мы не беременны. Кесарево сечение. А мы еще не беременны. Ты уже нас Не аборт, а обструкшн. Обструкцию, да. Хорошо, 4-я заметка называется «Романтик из Бийска». К подъезду любимой житель Бийска подкатил на украшенной шариками газели в 7:30 утра. Опять же, вот псевдодокументальность, да, все время приводятся точные цифры, да, какие-то даты, сведения, чтобы понять, что это объективно, да, что это не случайно, это все хроника, чистая хроника. В 7:30 утра. Под громкую музыку кран поднял машину на 5-й этаж. Такие, да, тут даже фото есть такое вот, мелкое. Где Ромео вручил ей подарок и цветы. Сотрудникам ГИБДД он объяснил, что не хотел мокнуть. Шел дождь, зонта не было. Романтично. Но в следующем году можно сделать еще круче. Остаться дома, попросив подвезти 5-этажку возлюбленной к нему. Даже никто не засмеялся. Не смешно. Ну, девочки не получилось что-то. Она не обыграла как следует. Но там все, кстати, факты, которые они описывают, они действительно мне кажется, как-то плохой текст, действительно. Ну, это называется не выдержала тона. Ну вот, раскритиковали девочку. Да, ну это не прикалывает.
Но я представил себе этого розового слоника на шариках, ой, в смысле, машинку на газель. Ну, да. А розовый слоник застрял таки, да. Ну, дело в том, что у Драма он тоже на шариках висит. Не думайте о белом круге. Там в мультике на шарике спускается слоник. Здесь в данном случае поднимается. Так. Да, абсолютно. Ну, поступок, да, такой странный, конечно. Но это еще говорит о чем? Девушку как-то сразу Зато сразу на газели повезли. Карма какая очень. Ну, никто не спрашивал, чем они занимались в газели. Может быть, это очень прагматичный такой способ. Послушай, вы еще на газели подняли? Да, Да, именно газель. Подцепили краном. Это комната на колесах. Там можно Газель. Вообще не поняла. Газель подцепили краном и подняли на 5-й этаж. И он оттуда сделал... И он ей протянул, да, через балкон, видимо, да, вот, протянул ей цветы и сделал А где он работает вообще? предложение. Там не сказано? Ну, не сказано. Но может быть он как раз сотрудник ГИБДД. Ну, на Мерседесе, Нет, скорее всего, с 500 вряд ли могли бы. Скорее всего, краном управлял его друг и Это товарищ. он который- такой, что даже об этом можно не говорить. Понимаешь, дело в том, что знаменитый на весь мир, как называется, архиобраз, да, миллион алых роз подобными любимой, здесь приобретает вот такие вот формы. Значит, ну если на миллион алых роз, на которые где человек потратил свои копейки, бедный художник, да, это воспринимается как романтика, вот возвышенная, то в данном случае, как бы, ну да, как это? Романтика ждала. Газель, конечно, газель подобными. Это то, что не жалко. Ты сейчас краном, я так понимаю, это же грохот. Газель — это то, что не жалко. Кран Потому что Иванович. Я услышала, что человек подумал о себе, что ты мог Да. Это так тебе написали. Он о себе Это позаботился. тебе написали. Но в следующем году можно сделать еще круче. Это предлагает уже автор. Это Да. лень двигатель. Остаться дома, попросить подвести пятиэтажку, возлюбленной к нему. Ну, тут тоже есть такая ирония по поводу жилищного вопроса. Почему? Он ему было лень подниматься. Вот какой жилищный вопрос. Что дома настолько маленьких, да, и жилплощадь наша настолько стесненная, что можно дотянуться вот до 5-го Мне вот этажа. интересно, это пренебрежение к своим соседям, что с ними можно сделать все, что угодно. Они просто как крепостные люди, с которых даже нельзя... Соседям? Почему? У которых мнение нельзя, так сказать... Ну в том плане, что да, можно делать все, что хочешь. Ну спроси, делай, что хочешь вообще тут. Ну да, это такой этос, в общем-то, нашего государства. Боже, ты с этим этосом? Как с Атриумом. Ну почему она это написала сюда? Ну, то есть никаких скрытых тут подтекстов мы не видим. Ну как, есть. Ну какой? Ну, он любит. Секундочку, а скрытый кем? Автором? Автором. Вот то, что ты предложил квартирный вопрос, ты предполагаешь, что автор под этим скрыл Нет, это такой вот... заушивается на тему. Дело в том, что тогда можно вменить автору здесь уголовную какую-нибудь статью за убийство. Почему? Ну, Вроде никто не пострадал. Дело в том, что ты сейчас высунул с пальца, совершенно избыл какую-то жизнь. Я предполагаю. Если предположение, это не есть вопрос дискурса. Ай-яй-яй. Дискурс изучает... Машина же могла Я упасть, не понимаю, чем давить занимаюсь. играющих детей, понимаете? Подожди, мы занимаемся... детей здесь не было, 7:30 утра. Ты подожди, ты отнесись к этому серьезно. Подумай, что вот когда в эфир предполагают абсолютно свободной интерпретацией взять и... Мы занимаемся свободными интерпретациями? Подожди. Многоквартирный дом передвинуть к человеку, это уже делается. образ Дальше что? устоявшихся отношений в культуре, где человек живет. То есть вот в этой вот статейке вы увидите глобальный вопрос передвижения крупных архитектурных объектов на основе возникших квартирных вопросов, которые использовали москвичей, когда сидел этот мужик и играл на паяльные лампы. Я пытаюсь Когда речь касается только лишь твоей мотивации, это одно. Когда это касается твоей мотивации личной, но когда это касается и твоих соседей, чтобы они еще пошли по твои желания, это уже несколько другие. Знаете, я знаю, что психология означает мозаичное сознание, да? То, что предлагается, то, что во что втягивает нас преподаватель,
уважаемые. Значит, это называется, как называется, погружение, искусственное погружение в мозаичное состояние сознания. То есть, ну, потому что мы можем спокойствие, только спокойствие. Извиняюсь, вы не способствуете своими провокационными вопросами спокойствию. Спокойно. Спокойно. Вот. Я и переживаю катарсис. Вдох, выдохнули. Шок. Но вы же согласны? Нет. Это личное. Не засчитать. Давайте тогда опять снова что мотив своеволия. Да. Вот, чего хочу, то и ворочу. Да? И плевать, что в 7:30 подогнал кран, там он шумит, я тяну на крышу автобус. Это фактически политическая акция, которая говорит о том, что... Да, во-первых, здесь явно, я в таком случае могу тебе сходу сейчас нафонтанировать. Бесконечные формы прочтения. И интертекст, он бесконечен. И буквально от слова газель, скачущая с рожками газель, буквально читается в символическом отношении напротив балкона любимой. Ты козлина последняя. Вот, второй момент. Это сразу, понимая, что у нее там, у девочки родители в доме, он прямо с балкона забирает ее внутрь газели, где у нее стоит диван. И они занимаются порнографией, то есть о развращенности современной молодежи. Я могу так фонтанировать до бесконечности. И ты мне будешь говорить, что это дискурс. Там дивана никакого нет. Секундочку, газель очень большая машина. Мы там с тобой в 3 ряда рядом. А это уже тогда гомосексуализм, если ты собираешься. Кстати, это уже гиперсексуальный дискурс. Хорошо. О! Александр, к какому типу дискурса мы можем отнести эту статью? Да никакому. У нас есть анархист. Это можно отнести за счет отсылки, что он объяснял происшедшее сотрудникам ГИБДД. Это хроника происшествий. Колонка происшествия. Остается на такой пошлый вообще. Историческая какая-то там, да? Нет, дорожное происшествие. Аварии, там. Классификация, там, спорт, там, культура, там, Нет, это дорожное происшествие. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия и получили объяснение. Отношение к абсурдной ситуации. Там же тоже, в общем-то, романтические отношения между Там я могу человека нанять, а тут я могу поднимать дома. Абсурд крепчает. Первый статьи, последний, наверное, совсем сумасшедшая, да? Да, гонщики на тыквах называются. Я вам говорю, поэтому он идет к абсурду, чтобы вырубить. Давайте узнаем, чем нас удивит автор. Каждую осень в немецком городе Людвигсбург проходит традиционный осенний фестиваль. Одна из его изюминок – тыквенная регата. Участники выдалбливают из гигантских тыкв лодки, садятся внутрь и изо всех сил гребут к финишу. Не очень удобно, конечно. Зато не страшно, что в 12 часов ночи лодки превратятся в тыквы. Прекрасно. Вообще, это вообще просто... Что вас так? Что удивило вас? -то? Нет, я не буду еще говорить, что все со мной не согласны. Но это спорт, это спортивный дискурс, правильно? Подтекст мы уже определили, что это стёб. Это стёб, это юмор, стёб, понятно. Это называется День спасения утопающих. Подождите, а вот интертекст все-таки как вы заложили? Отсылка, финальное предложение к чему? 12 часов лодка превращается в тыкву, это Золушка. Да? Это я не выдумываю, да, это же очевидно. А то раздаются обвинения. Это миф, это сказки, это вот тот отсылка. Да, безусловно. Еще какие отсылки можно найти? Скрытая реклама. Вы можете плыть хоть в тыкве, мы вас спасем. Тебя колбасит просто, Эдуард, не... Дело в том, что я Сарне вообще этого не прощу. Последнее вот это. Я хочу Парковского. Эдик, пожалуйста, не хочешь тыкву? Одну минуту. Не хочешь тыкву? Не хочешь в тыкву? Молчи. Да. Получишь репку. Держись, Семен, держись. Держись. Промазал. Обратная связь. Это тыква? Нет, это репка. Давайте все-таки доведем предложенную структуру, которую мы рассматриваем, и все-таки превратим ее в некое подобие вот этих вот техник, которые мы здесь изучаем. Иначе просто
мотивировали. Пожалуйста. Итак, мы выяснили, что это отчет со спортивных соревнований. Это может проходить по спортивной хронике. Да? Отсылка есть к мифологическому, там, сказочному дискурсу, конкретно к мотиву Золушки, да, что-нибудь еще здесь есть? Вроде бы ничего нет. Я не пытаюсь навязать. Где начать предлагать, я запросто. Как смысл какой? Я не пытаюсь навязать. Я могу навалять, но дело в том, что ты же прекрасно понимаешь, что это абсурд. Ну, абсурд. Это вы согласились, что это стёб. Подтекст это явно, так сказать, к этому отсылает. Правильно? Стёб. Вот этих всех колонн. Стёб это не подтекст. А что это? Ну, это контекст, это подтекст, это иронии. Подожди. Вот посмотри на ту Ирония, схему. злой взгляд свысока. Где унижают ближнего. Хорошо. Где присутствует ирония? В подтексте, в контексте, в интертексте, Т1, Т2? В анусе. Эдик, больше ты сюда не поедешь, Наша. Да. Барковский просто будет закрывать дверь. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ты просто зажрался. Он тебя выгонит. Да, это я с широтой своей души терплю. На самом деле это уже некрасиво. Так. Здесь была заявка на политику. Политика ушла уже. Политика ушла. Ну вот... В этой статье очень четко затронута проблема объявления рек в Германии. Что уже нормальные многотоннажные суда уже не проходят. Можно только на тыкве подскочить. Особенно, когда очень хочется кушать, и в этот момент еще декларировать какие-то мысли. Это тоже культура. Позволить кататься на... Мы должны радоваться за Европу. А генно-модифицированных продуктах стоит вопрос. Надо же довести тыкву до состояния, чтобы... Хороший урожай, правильно? То, что можно и кататься. Генно-модифицированные продукты — это вопрос медицины. Да, если там мы не стали так кататься, да, то это лишнее. Экономически может быть подтекст. Обратите внимание, вот 4-я, 5-я странички разворот. Значит, слева у нас статья называется «Как не остаться без пенсии, если уехал работать в другую страну». Зачем он уехал в другую страну? Кто уехал? Кто остался. Соответственно, на 5-й странице как бы идет развертка темы. Современные миллиардеры отказываются от демонстрации роста. Пенсии миллиардеры — это какое-то общее столкновение такое, да, идет это как у нас и как у них. Здесь все нормально. Вот здесь НЭП, наша экономическая полоса. Вот опять же. Вот экономическая политика, опять же пенсионная система. Нельзя на самом деле. Нельзя? Вот. Здесь нужна очень крепкая психика. Вот я потому что уголок как-то подготовлен. Ну, тут репортаж, материал достаточно большой, я его зачитывать не могу. А там у них можно о материале все из заголовка, у них длинные заголовки. Ну да, в принципе, говорящий заголовок, как не остаться без пенсии, если уехал работать в другую страну. И подзаголовок. Продолжаем разбираться в нюансах пенсионной системы. Все понятно. Такой как бы лид, но не лид. В 21 веке, работая за границей, уже никого не удивишь. Но пенсионные выплаты пока еще не успели адаптироваться к современным условиям. Как поработать в другой стране и не остаться без денег на старости лет. Комсомолка разбиралась вместе с Минтруда. Вот, собственно, это лид, то есть краткий такой пересказ материала в 2 словах. Да? Вот это наши параллели тунеядцев. Подтекст, я знаю. Вот. Какой? Столетие переворота. Чего? Ну вот, а теперь скажи, пожалуйста, кто будет реабилитировать женщин после твоих лекций? На самом деле, через 100 лет, когда... Оно становится на самом деле, оно воспринимается реальностью. Твои подтексты становятся реальностью. Человек не сможет вообще ни одной статьи до конца прочитать, он утонет в эту реальность. Он прочитает про слоников и будет подозревать, что за слоником что-то кроется.
Слоник это спирология начнется, а не чтение газеты. Слонопотам, который возвещает. Абсолютно желтый и ничем не газеты. Прекрасная, да, сказка про Винни-Пуха. Сейчас как раз фильм идет про Винни-Пуха. Тут есть фотография. Хорошо, давайте тогда разберемся. Два молодых человека. Это то, что нам предложил Эдуард, тип и уровень дискурса, это один. Еще один, давайте все-таки еще один вброс со стороны автора. Давайте не мой. Хорошее начало. Что оно означает? Вот как не остаться без пенсии, так. И если работаешь за границей. Так. Очень хорошо. То есть фактически выплата в пенсионный фонд. Это заголовок прежде всего несет в себе смысл такой, что люди, если не устраивает уровень зарплаты страны, средняя зарплата, действительно реально, они пытаются каким-то образом, хотя бы организовать себе минимальные условия жизни. Какие? Это купить квартиру. То есть фактически тот уровень... Это минимально это батон купить с молоком. Это уже не до квартиры. А он человек не на улице живет, он должен жить в каких-то условиях определенных. Условиях, правильно? Он родился. Потом еще человеку нормально. Нужна Феррари. Или Ягуар. Как разница присутствует. Ягуар. Фактически, что говорит об этом статья? Что у нас разработаны некоторые методики, которые не позволяют человеку, если он хочет большего, уехать, так, то он останется в будущем без какого-то социального пособия. С гарантией, да. А в будущем... Это к контексту мы это относим. Вот тот смысл, который сейчас вытекает из заголовка. Это контекст. Это контекст, да? То есть социальная ситуация, в которой оказываются все рабочие люди, пытающиеся дотянуться до какой-то там фактически Министерство труда, оно в этой области не решает, скажем, вот той части людей, которые пытаются улучшить свою жизнь, ища, скажем так, контакты и выстраивая отношения за рубежом, для того, чтобы, скажем так, это отражалось тоже на... Кто это сказал? Нет, мы извини, разговаривали о своем. Вот это очень некрасиво. Простите. Павел, я ответила Эдуарду. Мы вообще, Паша, извини, мы прослушали. Мы вообще не о вас, да. Ну, знаете, вот про вас очень хорошо сказал, по-моему, один очень театральный деятель. Театральный деятель сказал. Вам все гы-гы-гы. Ну да, к абсурду все сводится. Везде у них абсурд. Вот так. В этой статье очень классически прослеживается одно. Ты же сидишь везде. Сказано. Белорусское законодательство запаздывает за мировыми практиками, что есть виллы, мы живем в стране виллы, где государство с себя будет брать деньги и здесь, и позволит тебе платить там, и вообще тебя обдерут как липку. Вот что говорится, извини, социальная критика в чистом виде, что наша вся пенсионная система, вся наша Минтруда, это, извини, ботаны сидят, которые, только одна задача, наполнить казну твоими бабками. Вот и все. В заголовке обозначено. То есть тебя достанут везде. Съездишь в Испанию, вот ты здесь пенсию получишь, ты все свои деньги испанские привезешь. Маленький Колька растет, блин. У него школу новую в Острожицком надо строить. Вот так вот. Но тут я с тобой не согласен. Дело в том, что это твой смысл, который ты вкладываешь в подтекст. А в подтекст можно вложить другой. Ты заработаешь деньги и вложишь в белорусскую экономику. Здесь чувствуются органические какие-то, да. Это очень много сексуального. Пенсия. Ты недавно критиковал Васкевича статью про первый и второй и третий мир. Правильно? Ты критиковал. Причем на очень серьезном уровне. Ты даже попал в эфир, если ты не помнишь. В мировой эфир я попал. Ну, круто, попал в эфир. Все вышли в эфир. Хорошо, смотрим на другую полосу. На другой страничке у нас заголовок звучит так. Современные миллиардеры отказываются от демонстрации роскоши. Под заголовок. Зато вкладывают все больше в свое образование и образование детей.
А на каких миллионерах базируется статистика? Если учесть, что у нас они все теневые. Тут в качестве примеров есть фотографии Билла Гейтса и Цукерберга. То есть уже это миллионеры новой волны, это айтиши, это возможно. Да, это не те, которые сейчас живут, как вот Тимирханов, золотые. Ну да. Это немножко разная тема с миллионерами. Потому что я поэтому и спросил, что потому что наши миллионеры вообще молчат о своих миллионах, потому что все миллионеры наши, это стопроцентная мафия. Ну, это миллиардеры, да. То есть, тут и яхта у них тут в космических масштабах. То есть, яхта Дилбар самая большая в мире. Где бы она ни появилась, все сразу знают. Приплыл Алишер Усманов. Ну вот, я про него выступаю, про дворцы как раз, Вот. золотые. Да. Ну, дурачок, человек из Советского Союза. Все смеются. Русские себя... Дело в том, что если люди ищут, куда инвестировать, то первое, что они инвестируют, естественно, в своих детей. Ничего такого здесь я не вижу. Или, как говорится, передашь свои... Вообще-то даже попытка, вот сдохнул, чтобы мозги, то есть, чтобы деньги, вот, состояние, да, семьи не растратил, нужно его вообще чему-то научить. Потому что если будет полный мажор, просто спустит все, любые миллиарды. Это, извиняюсь, даже здесь такой как бы меркантильно совершенно интересно. Это нормальная тема, когда родители передают своим детям самое лучшее, что они знают они сами. Как евреи, все дети шли и учиться играть на скрипочке. Что-то похоже на истину, почему тебе не рассказать своему сыну, как надо жить в этом мире? Или там дочери, чтобы быть... Современным детям невозможно ничего рассказать о том, как надо жить. Потому что они посылают своих родителей, говорят, что вы мастодонты, вы вообще не понимаете. Никто родителей нормальных не посылает. Хорошо. Теперь мы должны... Хорошо, я теперь ненормальный. Теперь мы смотрим в целом соотношение этих. Мы же как бы на одной полосе остаемся, да, и смотрим, как соотносятся эти, да, в этом развороте, как соотносятся эти материалы, вот как вы считаете, противоречат они или дополняют друг друга? Они издеваются друг над другом. С одной стороны, да, угроза остаться без пенсии, а с другой стороны, миллионеры демонстративно отказываются от роста. Они все вместе говорят об одном. Газеты разворотами не читают. О чем? А вот тут, извиняюсь, сейчас разложился на столе. Да. Газеты читаются не разворотами. Газеты читаются А4 формат. Вот. Ой, вернее, А3. Поэтому это, в общем-то, материалы, как это называется, это материалы не на развороте. Вот если материал на развороте, вот это один материал. Здесь первая часть. Тут... А так обычно мы все читаем, если ты обратил внимание, всегда читают в газету в формате и даже загибают дополнительно, чтобы не болталось. То есть твоя версия, что связи между ними мы не прослеживаем? Она с тобой придумала. Нет, ну она же была поддержана. Секундочку, там еще у каждой стороны есть обычные рубрики, под какими выходят. Там экономика, там пишут. Ну вот, я же говорю, вот первое про наши пенсии это НЭП, наша экономическая полоса, а про миллиардеров это стиль жизни. Ну вот и все. Но мне кажется, все-таки и там речь о благосостоянии, о экономическом уровне, да, об определенном статусе, то есть, мне кажется, связь я сейчас немножко тебя рассмешу, как делается газета «Комсомолка». Да? В нашей «Комсомолке» обязательно присутствуют московские полосы. Более того, они заставляют ставить московские материалы. Иногда они носят совершенно пропагандистский, прокремлевский характер, так как Сургоркин лежит попой кверху к своему любимому Вовочке. Значит, случайное совпадение вот этих разворотов. Один разворот это белорусская сторона, а вот это российская. Это российский материал, скорее всего, почитая автор российский. И попадание их на один разворот носит совершенно случайный характер. То есть, как только российские материалы, это обычно вот такие материалы, ни о чем и ни для кого. То есть, это желтые материалы. Жизнь богемы. Поэтому привлечение вот здесь, если ты знаешь контекст, то это абсолютно случайное, а не осознанное расположение материалов на полосах. Вторая, третья страница. Можем ли мы тогда хорошо, вот используя информацию Эдуарда, так сказать... Но смотрите, вот я немножко углубился в этот материал про стиль жизни, и тут вот
такая отсылка к социологии пошла, между прочим, интересно, я зачитаю. В лихие 90-е годы нового русского легко было узнать по пудовой золотой цепи на шее и малиновому пиджаку. Можно сколько угодно упрекать новоришей в отсутствии вкуса, но с научной точки зрения, ссылка на науку убедительнее же звучит, они вели себя исключительно грамотно, потому что такая модель поведения идеально укладывается в теорию демонстративного потребления, которую выдвинул американский социолог Торстейн Веблер. Она гласит, что такого рода показуха, с одной стороны, необходима состоятельным гражданам для того, чтобы подчеркнуть свою социальную значимость и статус в обществе. А с другой стороны, это опознавательный сигнал «я свой» для развлечения себе подобных в толпе. Ну и плюс можно добавить, что в то время новая плеяда русских жадных, которая вырвалась за границы Советского Союза, они не собирались играть в демократию, они рвали свое, понимаете? О, боже. А потом очень хотелось прийти и сказать, что я с вами, пустите меня там, в какую-то фамилию, которую там, знаете, они уже не помнят того предка, который рядом награли. Палата номер 6. Хорошо, Александр, где вот зачем, как вы думаете, зачем, да, появилась здесь отсылка на социологию, как вы думаете? Московские авторы, не только и у нас тоже появилась куча людей, которые пишут такое абсурдятину, как это называется, подпираясь мнимыми авторитетами, придавая значимость. Но это не мнимые. Так же, как Мацкевич в материале Вебера привел, он там вообще висит сам по себе, да? Никому нафиг не нужен. Но Вебер и Мацкевич — это крутая парочка. Здесь автор, задвинув известнейшего, никому не известного, конечно, но известнейшего социолога, он в натуре написал очень крутой материал, потому что мы с Карлом Марксом вообще ошибаться не можем. Александр, можем ли мы констатировать, что первая статья на одной странице, появившаяся, значит, от редакции, а вторая попавшая, значит, из Москвы, они фактически не создают вот в той схеме интердискурса, который фактически должен был бы целенаправленно прослеживаться в разворачивающемся контексте? Ну, моя версия была такая, что отсылка есть, какая-то перекличка, но, как вы думаете, по версии Эдуарда нет никакого, это случайно. Это очень актуальные новости и манера подачи материалов, вы, наверное, обратили внимание, в российской действительности и в них идет, как это называется, обеливание вот этих всех миллионеров. Сегодня все эти Абрамовичи и так далее, они уже сегодня не быдло, и с золотыми цепями. Они инвесторы. Они уже сегодня новые они элиты. Столпы экономики. Новые элиты, столпы экономики. И сегодня основной сюжет мыльных, я специально посмотрел сюжетную, прочитал сюжетную канву основных мелодрам. Мелодрама — это простушка из деревни выходит замуж за олигарха. В заголовках всех мелодрам существуют олигархи. Это тоже сюжет Золушки. Золушки, да. То есть идет ситуация, девочки, хотите жить хорошо, как это называется, уважайте мужиков с золотыми цепями. Как это называется в стае, забыл как это, павианов, по-моему, самый крутой самец, он имеет красную жопу. Если у вас нет этого малинового пиджака, этой попы, вот, значит вы не альфа. Ты еще разбираешь второй текст, а я тебе задаю вопрос, где ты видишь здесь интердискурс, который вот пострадал? А о чем мы сейчас говорим? Мы говорим, вот смотри, первый заголовок назывался «Как не остаться без пенсии». Мы говорим о дискурсе вот этой статьи. Мы уже говорим про интердискурс двух страниц. Опомнись. Ни за что. Одумайся. Ни за что сказал. Вернись к нам. Вернись к нам. Нет, вы меня и не просите. Не дождетесь. Не дождетесь. Паша, только что мы повернули к дискурсу, в рамках которого существует этот материал московский. Российская действительность, награбленные миллионы, яхты, образование и так далее. Где получают эти образования детки Абрамович, ты знаешь? Они вообще в России-то не бывают. Мы уже прошли этот текст. И в первый, мы уже прошли, да? Посмотри, вот D3, D4. Ты спрашиваешь дискурс этого текста, я отвечаю. Мы повернули дискурс этого текста, правильно? Раскрываем дискурс. Я хочу понять, где здесь интердискурс, который образовывается. И пусть меня выяснит это преподаватель. То есть ты хочешь пофантазировать? Схему.
Ты должен будешь потом работу написать, или ты не будешь? А он не будет. Я понял. Он освобожден от сдачи зачетов. Он уже автомат получил. Да, он получил свой автомат. Он получил из автомата! Автоматом получил. Сколько ты говоришь, 22 года твоя жена писала это? Там можно с ума сойти. А я тебе и сказал, что я потерял практически. Я даже не знаю, сколько она лет. Она отмолотила, но в конечном счете удалось выдернуть ее из этого стахановского движения. Вот. Так все-таки, где тут интердискурс? Объясните мне, пожалуйста. По мнению Эдуарда, его здесь нет. И материалы... Интердискурса? Да. А интердискурса нет? Нет, да. Материалы случайным образом легли так вот на эти две страницы, и возникло некое случайное созвучие в темах. Здесь пенсии, здесь там пожизненные накопления, богатство. Да. Вот здесь ущербность и нехватка, здесь избыток и роскошь. Да. Опять же контрастное такое. Это постоянно существующая страница. Стиль жизни, давайте это постоянно циркулирующая. Как это может повлиять на психику анализа рядового подписчика вообще? Тот, который читает эти тексты. Ведь определенным образом какое-то мышление формирует. Ну, безусловно. Если это подается как стиль жизни, как некий образец, вот опять же, демонстративное потребление, то да, пожалуйста. У них есть с одной стороны богатый Запад процветающий, а с другой стороны нищая. Ну, скажите, пожалуйста, вот у нас есть... Из которой все опять же едут. Александр, у них есть социологический опрос по возрастной группе и прочим вещам «Комсомольская правда в Беларуси». Значит, «Комсомольская правда» в Беларуси — это классические, среднестатистический белорус, это не пенсионеры. Хотя пенсионеры, моя мама выписывает, села на толстую. Ты не слышишь моего вопроса. Как это может в сознании повлиять? Ну вот он тебе отвечает. Я тебе говорю, каждая газета, желтая или бизнес-газета, она рассчитана на своего читателя или на свою целевую аудиторию. Целевой аудиторией этой газеты в первую очередь являются женщины. Поэтому хотя бы... Стас Михайлов. Да, значит, так как женщины очень любят гламурные вещи, то газета перенасыщена глянцевыми новостями. С кем там спал Михайлов, где учатся детки Абрамовича и прочие остальные вещи, которые питают эту среду. Домохозяек, которые ездят на красных маленьких машинках, вошкаются с детьми. С маленькими собачками. Маленькими собачками. Да, то есть это газета определенная. То есть если у нас происходят какие-нибудь события, кто-нибудь с кем-нибудь развелся или поженился, или переспал, и это стало скандалом, это появляется в этих газетах. Вот эта вот публика, она, собственно говоря, вот этим питается, вот этими желтыми новостями. Если этих желтых новостей нет, их начинают создавать, собственно говоря, это их процедура. То есть это газета, которая делает события. Потому что событий никаких в этой газете нету. По большому счету это развлекуха в чистом виде. Развлекуха для определенного контингента. Возраст до 45, от 30 до 45 лет основная аудитория и женщины. То есть это есть целевая аудитория. Более того, люди достаточно обеспеченные. То есть это жены бизнесменов или там какая-нибудь бизнес-вумены, там, например, директор туристической фирмы. Там, вы частично это уже определили в самом начале наших разборов текстов. Я сейчас говорю про отсутствие, если все-таки технически собрана газета, и если не возникает интердискурса вот в этой схеме, мой вопрос звучит, каким образом? Здесь если здесь не это к контексту мы это относим, вот, тот смысл, который сейчас вытекает из заголовка. Это контекст. Это контекст, правильно? То есть социальная ситуация, в которой оказываются все рабочие люди, пытающиеся дотянуться до какой-то там фактически Министерство труда, оно в этой области не решает, скажем, вот той части людей, которые пытаются улучшить свою жизнь, ища, скажем так, контакты и выстраивая отношения за рубежом, для того, чтобы, скажем так, это отражалось тоже на...
Кто это сказал? Нет, мы, извини, разговаривали о своем. Вот это очень некрасиво. Простите. Павел, я ответила Эдуарду. Мы вообще, Паша, извини, мы прослушали. Мы вообще не о вас, да. Ну, вы знаете, вот про вас очень хорошо сказал, по-моему, один очень театральный деятель. Театральный деятель сказал. Вам все гы-гы-гы. Ну да, К абсурду все сводится. Вот. Везде у них абсурд. Вот так. В этой статье очень классически прослеживается одно. Ты же в заголовке сказано: белорусское законодательство запаздывает за мировыми практиками, что есть виллы. Мы живем в стране виллы, где есть государство с себя будет брать деньги и здесь, и позволит тебе платить там, и вообще тебя обдерут как липку. Вот что говорится, извини, социальная критика в чистом виде, что наша вся пенсионная система, вся наша Минтруда, это, извини, ботаны сидят, которые, только одна задача, наполнить казну твоими бабками. Вот и все. В заголовке обозначено. То есть тебя достанут везде. Съездишь в Испанию, вот ты здесь пенсию получишь, ты все свои деньги испанские привезешь, маленький Колька растет, блин. У него школу новую в Острожицком надо строить. Вот так вот. Но тут я с тобой не согласен. Дело в том, что это твой смысл, который ты вкладываешь в подтекст. А в подтекст можно вложить другой. Ты заработаешь деньги и вложишь в белорусскую экономику. Здесь чувствуются органические какие-то, да. Это очень много сексуального. Пенсия. Ты недавно критиковал Васкевича статью про первый и второй и третий мир. Да? Ты критиковал. Причем на очень серьезном уровне. Ты даже попал в эфир, если ты не помнишь. В мировой эфир я попал. Ну, круто, попал в эфир. Все вышли в эфир. Хорошо, смотрим на другую полосу. На другой страничке у нас современные заголовок звучит так. Современные миллиардеры отказываются от демонстрации роскоши. Под заголовок. Зато вкладывают все больше в свое образование и образование детей. А на каких миллионерах базируется статистика? Если учесть, что у нас они все теневые. Тут в качестве примеров есть фотографии Билла Гейтса и Цукерберга. То есть это миллионеры новой волны, это айтиши, это мозги, да, это не те, которые сейчас живут, как вот Тимирханов, золотые шутки. Ну да. Это немножко разная тема с миллионерами. Потому что я и поэтому и спросил, потому что наши миллионеры вообще молчат о своих миллионах, потому что все миллионеры наши, это стопроцентная мафия. Ну, это миллиардеры, да. То есть, тут и яхта у них тут в космических масштабах тоже. Яхта Дилбар самая большая в мире. Где бы она ни появилась, все сразу знают. Приплыл Алишер Усманов. Ну вот, я про него выступаю, про дворцы красные, вот. Золотые. Да. Ну, дурачок, человек из Советского Союза. Все смеются. Русские себя... Дело в том, что если люди ищут, куда инвестировать, то первое, что они инвестируют, естественно, в своих детей. Ничего такого здесь я не вижу. Или, как говорится, передашь свои... Вообще-то даже попытка, вот сдохнул, чтобы мозги, то есть, чтобы деньги, вот, состояние, да, семьи не растратил, нужно его вообще чему-то научить. Потому что если будет полный мажор, просто спустит все в любые миллиарды. Это, извиняюсь, даже здесь такой как бы меркантильно совершенно интересно. Это нормальная тема, когда родители передают своим детям самое лучшее, что они знают они сами. Как евреи. Все дети шли учиться играть на скрипочке. Что-то похоже на истину, почему тебе не рассказать своему сыну, как надо жить в этом мире? Или там дочери, чтобы быть... Современным детям невозможно ничего рассказать о том, как надо жить. Потому что они посылают своих родителей, говорят, что вы мастодонты, вы вообще не понимаете. Никто родителей нормальных не посылает. Хорошо. Теперь мы должны... Хорошо, я теперь ненормальный. Теперь мы смотрим в целом соотношение этих... Мы же как бы на одной полосе остаемся, да, и смотрим, как соотносятся эти... Да, в этом развороте, как соотносятся эти материалы, вот как вы считаете, противоречат они или дополняют друг друга? Они издеваются друг над другом. С одной стороны, да, угроза остаться без пенсии, а с другой стороны, миллионеры демонстративно отказываются от роскоши. Они все вместе говорят об одном. Газеты разворотами не читают. О чем? А вот тут, извиняюсь, сейчас ты разложился на столе, газеты читаются не разворотами, газеты читаются А4 формат.
Вот. Ой, вернее, А3. Поэтому это, в общем-то, материалы, как это называется, это материалы не на развороте. Вот если материал на развороте, вот это один материал. Здесь первая часть. Тут... А так обычно мы все читаем, если ты обратил внимание, всегда читают в газету в формате и даже загибают дополнительно, чтобы не болталось. То есть твоя версия, что связи между ними мы не прослеживаем? Она тобой придумана. Нет, ну она же была поддержана. Секундочку, там еще у каждой стороны есть обычные рубрики, под какими выходят. Там экономика, там пишут. Ну вот, я же говорю, вот первое про наши пенсии это НЭП, наша экономическая полоса, а про миллиардеров это стиль жизни. Ну вот и все. Но мне кажется, все-таки и там речь о благосостоянии, о экономическом уровне, да, об определенном статусе, то есть, мне кажется, связь я сейчас есть. Немножко тебя рассмешу, как делается газета «Комсомолка». Да? В нашей «Комсомолке» обязательно присутствуют московские полосы. Более того, они заставляют ставить московские материалы. Иногда они носят совершенно пропагандистский, прокремлевский характер, так как Сургоркин лежит попой кверху к своему любимому Вовочке. Значит, случайное совпадение вот этих разворотов. Один разворот это белорусская сторона, а вот это российская. Это российский материал, скорее всего, почитая автор российский. И попадание их на один разворот носит совершенно случайный характер. То есть, как только российские материалы, это обычно вот такие материалы, ни о чем и ни для кого. То есть, это желтые материалы. Жизнь богемы. Поэтому привлечение вот здесь, если ты знаешь контекст, то это абсолютно случайное, а не осознанное расположение материалов на полосах. Вторая, третья страница. Можем ли мы тогда хорошо, вот используя информацию Эдуарда, так сказать... Но смотрите, вот я немножко углубился в этот материал про стиль жизни, и тут вот такая отсылка к социологии пошла, между прочим, интересно, я зачитаю. В лихие 90-е годы нового русского легко было узнать по пудовой золотой цепи на шее и малиновому пиджаку. Можно сколько угодно упрекать новоришей в отсутствии вкуса, но с научной точки зрения, ссылка на науку убедительнее звучит, они вели себя исключительно грамотно, потому что такая модель поведения идеально укладывается в теорию демонстративного потребления, которую выдвинул американский социолог Торстейн Веблер. Она гласит, что такого рода показуха, с одной стороны, необходима состоятельным гражданам для того, чтобы подчеркнуть свою социальную значимость и статус в обществе. А с другой стороны, это опознавательный сигнал «я свой» для развлечения себе подобных в толпе. Ну и плюс можно добавить, что в то время новая плеяда русских жадных, которая вырвалась за границы Советского Союза, они не собирались играть в демократию, они рвали свое, понимаете? О, боже. А потом очень хотелось прийти и сказать, что я с вами, пустите меня там, в какую-то фамилию, которую там, знаете, они уже не помнят того предка, который когда-то награли. Палата номер 6. Хорошо, Александр, где вот зачем, как вы думаете, зачем, да, появилась здесь отсылка на социологию, как вы думаете? Московские авторы, не только и у нас тоже появилась куча людей, которые пишут такое абсурдятину, как это называется, подпираясь мнимыми авторитетами, придавая значимость. Но это не мнимые. Также Мацкевич в материале Вебера привел, он там вообще висит сам по себе, да? Никому нафиг не нужен. Но Вебер и Мацкевич — это крутая парочка. Здесь автор, задвинув известнейшего, никому не известного, конечно, но известнейшего социолога, он в натуре написал очень крутой материал, потому что мы с Карлом Марксом вообще ошибаться не можем. Александр, можем ли мы констатировать, что первая статья на одной странице, появившаяся, значит, от редакции, а вторая, попавшая, значит, из Москвы, они фактически не создают вот в той схеме интердискурса, который фактически должен был бы целенаправленно прослеживаться в разворачивающемся контексте? Ну, моя версия была такая, что отсылка есть, какая-то перекличка, но, как вы думаете, по версии Эдуарда нет никакого, это случайно. Это очень актуальные новости и манера подачи материалов, вы, наверное, обратили внимание, в российской действительности у них идет, как это называется, обеливание
вот этих всех миллионеров. Сегодня все эти Абрамовичи и так далее, они уже сегодня не быдло и с золотыми цепями. Они инвесторы. Они уже сегодня новые элиты. Они столпы экономики. Новые элиты, столпы экономики. И сегодня основной сюжет мыльных, я специально посмотрел сюжетную, прочитал сюжетную канву основных мелодрам. Мелодрама — это простушка из деревни выходит замуж за олигарха. В заголовках всех мелодрам существуют олигархи. Это тоже сюжет Золушки. Золушки, да. То есть идет ситуация, девочки, хотите жить хорошо, как это называется, уважайте мужиков с золотыми цепями. Как это называется в стае, забыл, как это Павианов, по-моему, самый крутой самец, он имеет красную жопу. Если у вас нет этого малинового пиджака, этой попы, вот, значит вы не альфа. Ты еще разбираешь второй текст, а я тебе задаю вопрос. Где ты видишь здесь интердискурс, который вот пострадал? А о чем мы сейчас говорим? Мы говорим, вот смотри, первый заголовок назывался «Как не остаться без пенсии». Мы говорим о дискурсе вот этой статьи. Мы уже говорим про интердискурс двух страниц. Опомнись. Ни за что. Одумайся. Ни за что сказал. Вернись к нам. Вернись к нам. Я нет, вы меня и не просите. Не дождетесь. Не дождетесь. Паша, только что мы повернули к дискурсу, в рамках которого существует этот материал московский. Российская действительность, награбленные миллионы, яхты, образование и так далее. Где получает эти образования детки Абрамович, ты знаешь? Они вообще в России-то не бывают. Мы уже прошли этот текст. И в первый, мы уже прошли, да? Посмотри, вот D3, D4. Ты спрашиваешь дискурс этого текста, я отвечаю. Мы повернули дискурс этого текста, правильно? Раскрываем дискурс. Я хочу понять, где здесь интердискурс, который образовывается. И пусть меня вынесет этот преподаватель. То есть ты хочешь пофантазировать схему. Ты должен будешь потом работу написать, или ты не будешь? А он не будет, я понял. Он освобожден от сдачи зачетов. Он уже автомат получил. Да, он получил свой автомат. Он получил из автомата. Автоматом получил. Сколько ты говоришь, 22 года твоя жена писала это? Там можно с ума сойти. А я тебе и сказал, что я потерял практически. Я даже не знаю, сколько она лет. Отмолотила, но в конечном счете удалось выдернуть ее из этого стахановского движения. Вот. Так все-таки, где тут интердискурс? Объясните мне, пожалуйста. По мнению Эдуарда, его здесь нет. И материалы... Интердискурса? Да. А интердискурса нет? Нет, да. Материалы случайным образом легли так вот на эти две страницы, и возникло некое случайное созвучие в темах. Здесь пенсии, здесь там пожизненные накопления, богатство. Вот здесь ущербность и нехватка, здесь избыток и роскошь. Опять же контрастное такое. Это постоянно существующая страница. Стиль жизни, это постоянно циркулирующая. Как это может повлиять на психику анализа рядового подписчика вообще? Тот, который читает эти тексты. Ведь определенным образом какое-то мышление формирует. Ну, безусловно. Если это подается как стиль жизни, как некий образец, вот опять же, демонстративное потребление, то да, пожалуйста. У них есть с одной стороны богатый Запад процветающий, а с другой стороны нищая. Ну, скажите, пожалуйста, вот у нас есть... Из которой все опять же едут. Александр, у них есть социологический опрос по возрастной группе и прочим вещам «Комсомольской правды в Беларуси». Значит, «Комсомольская правда» в Беларуси — это классический среднестатистический белорус, это не пенсионеры. Хотя пенсионеры, моя мама выписывает, села на толстуху. Ты не слышишь моего вопроса. Как это может в сознании повлиять? Ну вот он тебе отвечает. Я тебе говорю, каждая газета, желтая или бизнес-газета, она рассчитана на своего читателя или на свою целевую аудиторию. Целевой аудиторией этой газеты в первую очередь являются женщины. Поэтому хотя бы... Стас Михайлов.
Да, значит, так как женщины очень любят гламурные вещи, то газета перенасыщена глянцевыми новостями. С кем там спал Михайлов, где учатся детки Абрамовича и прочие остальные вещи, которые питают, ну, как бы, эту среду. Домохозяек, которые ездят на красных маленьких машинках, вот, вошкаются с детьми. С маленькими собачками. С маленькими собачками. Да, то есть это газета определенная. То есть если у нас происходят какие-нибудь события, кто-нибудь с кем-нибудь развелся или поженился, или переспал, и это стало скандалом, это появляется в этих газетах. Вот эта вот публика, она, собственно говоря, вот этим питается, вот этими желтыми новостями. Если этих желтых новостей нет, их начинают создавать, собственно говоря, это их процедура. То есть это газета, которая делает события. Потому что событий никаких в этой газете нету. По большому счету, это развлекуха в чистом виде. Развлекуха для определенного контингента. Возраст до 45, от 30 до 45 лет основная аудитория и женщины. То есть это есть целевая аудитория. Более того, люди достаточно обеспеченные. То есть это жены бизнесменов или там какая-нибудь бизнес-вумены, там, например, там, директор туристической фирмы. Там,